Добрый вечер. На канале УТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Симбат Алмазова. Ряд судей был назначен в местные суды, сообщает пресс-служба президента. Согласно информации Советом по делам правосудия Кыргызской республики, в адрес президента Садыра Джапарова поступили предложения по 9 кандидатурам для назначения на судейские должности отдельных местных судов. С учетом дополнительных материалов, представленных в отношении кандидатов соответствующими государственными органами, Садыр Джапаров согласился с предложениями Совета по 8 кандидатурам на судейские должности. Рассмотрев дополнительные сведения и мнения, запрошенные различными государственными органами по одной кандидатуре, его материалы были возвращены Совету. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров провел переговоры с членом правления компании «Ротшильд» Ариэль Малар де Ротшильд. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в привлечении инвестиций на реализацию крупных национальных стратегических проектов и оказание консультационных услуг. Стороны выразили готовность к развитию взаимодействия и сотрудничества в финансовой и инвестиционной сферах. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров посетил Ошскую область в рамках рабочей поездки. Во время визита он ознакомился с ходом строительства объездной автомобильной дороги вокруг города Узген и дамбы на реке Карадарья. Протяженность автодороги составляет 14 километров. Стоимость проекта дамбы – 731 миллион сомов, а ее протяженность – 4551 метр. Планируется завершить строительство дамбы в марте 2024 года. Также планируется проектирование жилых комплексов в сельских округах Баш-Дөбө и Карол. Кроме этого, Акылбек Джапаров принял участие в церемонии открытия школы в селе Зарбалик Карасуйского района. Школа на 375 мест была построена с использованием средств республиканского бюджета в размере 148 миллионов сомов. Джапаров отметил важность обеспечения качественного образования и поздравил участников с открытием. Также он сообщил о проведенных строительных работах в прошлом году в районе и планируемом открытии еще 2 школ. Всего на сферу строительства Карасуйскому району было выделено около 1 миллиарда сомов. После церемонии открытия Джапаров посетил спортивный комплекс в селе Кенсай для оценки его состояния. Каждое открытие школы – радостное событие. За последние 2,5 года открыто около 200 школ. В Карасуйском районе было 13 аварийных школ. Одну из них мы сегодня открываем. Завершено строительство еще 3 школ, которые скоро откроются. Эта новая школа рассчитана на 375 мест. Из бюджета выделено 148,5 миллионов сомов. Среди 2% школ, где не хватало компьютеров, была и в селе Зарбалик. Сегодня этот вопрос тоже решен. В школе имеется 25 компьютеров, интерактивные доски, современная воркаут-площадка, актовый зал. Это современная школа, не уступающая по условиям столичным школам. Сотрудниками службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД Чуйской области был задержан гражданин Республики Пакистан. По данным оперативных мероприятий, он обманным путем привлекал соотечественников, предлагая им трудовую визу и работу в Кыргызстане за высокую зарплату. Однако фактически он оформлял для них туристические визы и нелегально трудоустраивал в швейном цехе в Бишкеке. Подозреваемому предъявлены обвинения по 40 эпизодам преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца. В Бишкеке за период с 29 по 4 февраля выявлено 7677 нарушений правил дорожного движения. По данным патрульной милиции, из них 101 случай управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 99 случаев управления без соответствующих документов, 91 случай превышения скорости, 951 случай нарушения ПДД пешеходами, 4545 случаев невыполнения требований дорожных знаков, 35 случаев управления транспортным средством с тонированными стеклами, 1151 случай других нарушений ПДД. Более 1000 единиц транспортных средств поставлены на штрафную стоянку.
Торговля по патентам продлена до 1 июля этого года. Это и несколько перечней, прописанные в налоговом кодексе, были изменены. Документ подписал накануне глава государства в целях упрощения налогового администрирования. Также, согласно закону, ставка налогов будет установлена сельскохозяйственным заготовителям. Как отнеслись к новым поправкам предприниматели страны, узнавала наш корреспондент. Торговля по патентам продлена до 1 июля этого года. Поправки коснулись и налогообложения. Если раньше от единых налогов освобождали предпринимателей с 8-миллионным годовым оборотом, то сейчас при увеличении порога полное освобождение от уплаты применили к бизнесу с оборотом до 15 миллионов сомов. Теперь наши предприниматели до 15 миллионов они могут применить нулевую ставку, то есть они могут не платить налог. Но при условии, что они должны будут применить контрольно-кассовый аппарат, принимать наемных работников до 2 человек, и чтобы при условии они должны будут платить страховые взносы. Теперь субъекты в сфере строительства жилых и нежилых помещений начнут уплачивать налог в 6%. В поправке рассматривается также отдельная система уплаты налогов сельскохозяйственных заготовителей. Предприниматели этой деятельности будут оплачивать налог в размере 0,5%, а заготовители молока – 0,25%. Сельхоззаготовитель продает дачи переработчикам, поэтому им не обязательно применять контрольно-кассовый аппарат. Контрольно-кассовый аппарат должны применить, когда продают населению. Вот только когда продают населению, все субъекты, они должны будут применить контрольно-кассовый аппарат. В зоне торговли 2 крупных рынка страны теперь относятся к категории стратегического объекта. В него входят Дордой и Карасу. Особый режим был дан в связи с тем, что предприниматели данных торговых точек занимаются экспортом нашей продукции в рынки зарубежных стран. Это не решение налоговой службы, это решение и постановление Кабинета министров. Такой статус дается не просто так, не из-за количества торговых площадей или торговых точек. 2 рынкам дан особый статус. И, следовательно, для субъектов 2 рынков на сегодняшний день разработан отдельный режим – это особый режим уплаты налогов. Предприниматели 2 рынков с особым режимом не будут применять ККМ, электронные товарно-транспортные накладные, счета, фактуры. В целом, как объяснили в налоговой службе, данный режим значительно и не отличается от патентной системы. Налог, который уплачивался ежемесячно, то особый режим он предусматривает изначальную подачу заявления предпринимателя, в которой он указывает объем своего товарооборота, и в зависимости от указанного объема товарооборота он будет уплачивать определенную установленную процентную ставку. То есть эта сумма будет уплачиваться им на 1 год. То есть сумму можно разделить на 12 месяцев, и по предварительным подсчетам эта сумма будет практически равна стоимости ныне уплачиваемой суммы патента. Таким образом, старая патентная система остается действовать на территории этих 2 рынков. Торговцы Дордоя положительно отнеслись к этой новости. Ошо калганы жакшы болуптур. Бизге ошо патент менен эле иштегенибиз оң базардачы. Ай сайын эле патент төлөп эле иштеп келгенибиз жакшы. Ишкерлердин бардыгы эле ошол ойдо. ККМ киргизилбей эле ошол патент боюнча калса рахмат айтмакпыз ошол боюнча. Сүйүнүп атабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Ошо боюнча эле калса экен, дальше кеткенде дагы июнга чейин убакыт берген. Андан кийинкиси деле патент бойдон калса өтө жакшы болот бизге. Пока у предпринимателей есть время привыкнуть к будущим новым налоговым реформам и приобрести контрольно-кассовые аппараты. Сейчас онлайн-кассами снабжены 76% точек продаж. Предприниматели с трудным положением могут приобрести ККМ в рассрочку или по рыночной цене. На сегодня в стране успешно применяется 75 695 контрольно-кассовых машин. Это число увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с 2020 годом. Салима Дюшимбекова, Джумабай Сманалиев, УТРК Чуй.
В Кыргызстане за неделю выявлено 5 случаев COVID-19, сообщили в Департаменте профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора. По данным мониторинга, каждую неделю регистрируется от 2 до 6 случаев. В отчетном периоде 5 случаев зафиксировано в разных регионах. По одному в Бишкеке и Аше, 2 в Волжской области и 1 в Иссыкульской области. Проводится мониторинг заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 по всей стране. Эпидемиологическая ситуация остается под контролем. В отделении трансплантологии Национального центра охраны материнства и детства 21-летней пациентке была сделана первая бесплатная трансплантация почки. На первом этапе была проведена операция по извлечению донорской почки, а затем она была пересажена реципиенту. Операция прошла при участии министра здравоохранения Алымкадыра Бишеналиева. В настоящее время как девушки, которые сделали пересадку почки, также у донора состояние стабильное. Басып сөйлесің, тамақ ішіп атасың, е? Тамақ ішіп атам, азыр проблема жоқ, жақсы бар. Проблема жоқ, е? Жақсы. Мен баяғы медицинский вопросты берілгенде бұл Хорошо? Бүйтіп жақсы болсын, е? Состояние 21-летней девушки, перенесшей трансплантацию почки, хорошее. Отец пожертвовал ей одну почку, и, по словам врачей, состояние отца тоже стабильное. Теперь, если анализы окажутся удовлетворительными, через неделю их выпишут домой. Тамақ ішіп атыңды, мәке сіздерді маза атасы? Рахмат, сіздерге рахмат, чоң рахмат. Операцияда жеңіл болды, жақсы болды. Мен өзім қатыстым, қарап тұрдым. Өт бар, жақсы болды. Хорошо? Рахмат. Операция по пересадке органов провели в отделении трансплантологии Центра защиты матери и ребенка. Она проводилась на основе государственного бюджета. Стоимость от 7,5 до 10 тысяч долларов взяла на себя государство. В настоящее время 120 пациенты готовы к пересадке почки. Сейчас идет обследование. И по договоренности с с турецкой стороной нам разрешено провести пересадку почки в кыргызско-турецкой больнице «Доступ». И в настоящее время вторую бригаду мы готовим. Сегодня мы отправляем в Турцию 3 лаборантов, которые будут определять анализы типирования в нас в Кыргызстане. А Нурсултан Үсөнулу уже 1 год находится на гемодиализе. Услышав информацию о бесплатной трансплантации почки, он пришел обратиться за консультацией к специалистам. Получаю гемодиализ уже 12 лет. Я даже не знал, что у меня проблемы с почками. 1 раз решил сделать операцию, но у меня не было таких денег. Теперь у меня есть донор. Если совпадут анализы, то проведут операцию. Сейчас готовлю документы и есть надежда. Все расходы берет на себя государство. Большая благодарность за это. Это прекрасная возможность для тех, кто находится в моем положении, особенно тяжело многосемейном. Теперь все операции по пересадке почек в стране будут бесплатными. Врачи проводят консультации для нуждающихся пациентов. Следует отметить, что на следующей неделе состоится еще одна пересадка органов. На сегодня утренние анализы показали, что у реципиента, то есть у нашей девочки, показатели почечных тестов в пределах нормы, укладываются это 94. По стабилизации уровня крови такралипуса мы планируем выписку либо в конце, либо в начале следующей недели. Сейчас ждем результаты анализов типирования 2 пациентов. Мы должны получить на днях. Если все будет там в пределах допустимого, то будем планировать уже на следующую неделю. Напомним, во исполнение распоряжения президента Садыра Джапарова о развитии службы трансплантологии в Кыргызстане, а также в целях улучшения доступа пациентов к хронической почечной недостаточности, к высокотехнологичным операционным вмешательствам в 2024 году начато проведение бесплатной трансплантации почки. Айсло Мурзакова, Самаган Таирбеков, УТРК Чуй. На ТЭЦ Бишкека в настоящее время работают 9 котлоагрегатов и 4 турбогенератора. Общая активная мощность составляет 308 мегавольт. Об этом сообщил главный инженер Нурлан Кульджигачев. Он отметил, что вода нагревается до 61-70 градусов. Также продолжаются работы по ликвидации последствий. Кроме этого, состояние пострадавших в результате аварии на ТЭЦ Бишкека остается тяжелым, сообщает Минздрав Турции. Действительно, травмы серьезные.
серьезные, более 60%. Это ожоги 3-й степени. Мы без промедления приступили к их лечению. В настоящее время проводится хирургическое и медикаментозное лечение этих пациентов. Лечение займет длительное время, сказал турецкий врач. Снежный барс играет важную роль в экологической цепочке, влияя на размер популяции других животных, состояние пастбищ и здоровье экосистем, включая человека. Иностранные организации и турфирмы в Кыргызстане принимают активное участие в его защите. Тему продолжит наш корреспондент. Снежный барс является редким, малочисленным, находящимся под угрозой исчезновения видом. Красота снежного барса стала его отличительной чертой и проклятием. Из-за ценности меха животное истребляется. Различные организации в Кыргызстане оказывают содействие по защите снежного барса. Мы, как туристическая компания, много времени уделяли защите снежного барса. Вместе с НАБУ мы провели столько мероприятий, там, в Хочкоре, в Сусамыре. Там, в Сусамыре было большое открытие памятника. И мне всегда удивляло, что именно почему немцы с Германии финансируют и не только Кыргызстан, Монголия, Китай, Индия. А вот мы сами ничего не делаем, да, вот в этом направлении. И вот этот вышедший сейчас в декабре указ президента, я думаю, это будет очередной толчок, когда уже мы, сами граждане Кыргызстана, будем уже всецело оказывать содействие в защите этого снежного барса. Специалисты отмечают необходимость усиления преподавания экологии и защиты снежного барса в образовательных учреждениях и среди местного населения. Так, в прошлом году германская организация по охране природы подписала меморандум с Минобразования о провозглашении 2024 года годом экологического образования и сейчас активно работает над его реализацией. В селе Джангалыш была создана экологическая площадка, направленная на обучение детей основам экологии через различные игровые методики. Осуществляются также меры по усилению борьбы с браконьерством и улучшению мониторинга для защиты снежного барса и его среды обитания. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров подписал указ о признании снежного барса национальным символом республики в прошлом году. Отметим, что снежный барс внесен также в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого и исчезающего вида в 12 странах мира. На территории Кыргызстана численность снежных барсов составляет примерно 300 особей и постепенно увеличивается. Сымбат Алмазова, Эрмет Кадыров, УТРК Чуй. Особое внимание заслуживают труженики забытых отраслей, ведь именно они продолжают великую традицию, передавая национальные ценности следующему поколению. В нашем материале речь пойдет о талантливом мастере, который искусно ткет и распространяет свое умение по всей территории Кыргызстана. Свои работы мастерица отправляет в 10 стран мира и продвигает старинное ремесло внутри страны. Создание одинаковых рисунка оймо на обеих поверхностях – это искусство, о котором сейчас начали забывать. Большинство из них плетут только с одной стороны, и не все виды вяжут крючком. Одна из тех, кто знает глубокие секреты термей, является монусапа. Есть разные виды плетения, есть 5, 10, 12 и 45-ленточные. Заканчиваю примерно в течение 8 дней. Раньше в молодости заканчивала до 2 дней. Сейчас же у меня больная нога, из-за этого тяжело долго сидеть. Мунус Топчубаева занимается искусством плетения уже 60 лет. Наша 70-летняя героиня говорит, что это ее хобби, которое вдохновляет ее каждый раз, когда она плетет. Это дело меня успокаивает. Воспринимаю это искусство как дар от Бога. Люблю свою деятельность. Многие виды плетения из веревок сделаны для прочности и красоты нашей юрты, такие как Устигич и Узукбо, достигли не только 7 областей, но и многих стран мира. Эти украшения покупают, чтобы украсить интерьер дома, вещи, рамы для картин или мебель.
Тут нужно умение. Если не хватит одной веревки, то ничего не получится. Мы используем только иранские нитки и шерстяные нитки, но в основном сейчас импортным пользуемся. Помимо заказов, полученных из-за границы, Монуступ Чубаева сама побывала примерно в 10 странах и обучает старинным ремеслам других. Объездила много стран, чтобы показать наши ценности и искусство. Многие страны уже знают наши узоры. Например, в арабских странах, в Америке, в Берлине и в Турции очень интересуются нашим искусством. Чтобы не забыть забытым следующее поколение, она написала книгу, где есть разные виды узоров. Монуступ Чубаева часто приглашает к себе домой девочек, которые хотят учиться, и выделяет для них специальное время. На данный момент она научила более 200 женщин искусством плетения. Кроме того, она проводит мини-тренинги, где рассказывает о национальных ценностях. Например, этот оберег, сохранившийся на протяжении 2 веков. Сейчас многие наши ценности искажены. Например, в головном уборе должны быть только вот такие длинные джолук-учуки. Сейчас же перестали использовать это. А что касается сзади, то должно быть чач-учуки. Обязательно. Сейчас же в основном вешают железные украшения. Бережное отношение к столь древним способствует продлению его жизни. Поэтому путь великих ремесел передается из поколения в поколение. Айслу Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. Это были итоги дня. В студии работала Асмбат Алмазова. До скорой встречи.